Ну, дух действует по-разному, поэтому А нет у него если... пределов. Но вообще это все больше похоже именно на искусственно вызванную экстатику, да, которая, в принципе, имеет место быть во многих архаических религиях. И просто если вы посетите футбольный матч или рок-концерт, или что-то такое, танец там содержит много такого, что вы почувствуете, что и сами как-то... Причастны к этому, да? Да, не просто причастны, а вы как-то втягиваетесь в этот Да-да-да. процесс, Ага. поэтому, скажем так, критика такого представления действия Святого Духа, она все-таки направлена на то, что это не благое проявление Святого Духа, а несколько искусственно вызванная такая практика. Ну и еще один аргумент здесь можно привести в том, что все-таки мы имеем четкое свидетельство о том, что помазанные Святым Духом апостолы в Сионской горнице говорили на языках понятных, пришедшим в Иерусалим в день Так. Пятидесятницы. Ага. Если, собственно, обратить внимание на ту так называемую гласолалию или говорение на языках, которое практикуется протестантами, то зачастую это просто непонятная такая форма звукоизвлечения, Ага. Ага. аудификации, да, которая не представляет из себя понятного языка. Что тоже говорит, скорее о том, что это все достаточно искусственно вызванные вещи.